Леса Абхазии – это один из самых интересных, самых красивых ландшафтов Абхазии. Более того, это отдельная экологическая система. Леса играют очень большую роль в нашей природе. Они регулируют очень много процессов, которые происходят в ней. Например, в горных районах они защищают почвы, то есть нет таких обвалов, нет таких смывов почвы полезных, потому что леса удерживают ее. Они играют климаторегулирующую и водорегулирующую. Например, в течение долгого времени лес держит снег, и вода постепенно скатывается в реки, а не просто сразу уходит вся, а потом наступает засуха. Одним из самых интересных деревьев наших лесов является каштан. Каштан посевной, дикий лесной каштан. Каштан произрастает в Абхазии от 500, местами от 400 метров над уровнем моря до почти 1500 метров. Но, собственно, пояс каштанового леса проходит от 500 до 1000 метров. Чистых насаждений каштан, как правило, не образует. Обычно он встречается в составе других пород лесных, например, как бук, граб, иногда пихты, произрастают вместе с каштаном. Но каштан – это растение, которое пережило еще и ледниковый период и сумело сохраниться и дойти до наших дней. Поэтому каштан – реликт. И леса, которые образуют каштан, это тоже реликтовые леса. Каштан как раз в Абхазии достигает своих максимальных размеров. Отдельные экземпляры деревьев достигают 40 метров в высоту, 35-40 метров, но с диаметром ствола почти до 2 метров. Иногда встречаются такие патриархи, которым, может быть, около 1000 лет, хотя вряд ли сегодня такие каштаны уже сохранились в наших лесах. Древесина каштана отличается необычайной прочностью, при этом он очень легкий. Дерево само по себе очень красивое, и древесина его красивая, прекрасно полируется. Поэтому дерево используется очень часто как строительный материал для изготовления мебели, какой-то другой домашней утвари. Но и у нас в Абхазии, в частности, использовался для строительства домов. Каштан и сегодня используется в народной медицине благодаря высокому содержанию минеральных веществ в плодах, дубильных веществ и в самой кожуре плода, в коре дерева, в листьях, в плюсках каштановых. Эти лекарства, которые готовили из каштана, были высокоэффективными. Говорят, что каштан называют еще и хлебным деревом. То есть в годы неурожая в основных зерновых культур плоды каштана использовались как основной пищевой продукт. Из них готовили самые-самые разнообразные блюда. У нас в Абхазии до сих пор сохранилась традиция, когда листья каштанов вместе с листьями ореха грецкого используют во время приготовления традиционного такого хлеба амгял. Листья выкладывают снизу на сковороду и присыпают ими же этот хлеб сверху. Это придает особый аромат этому хлебу, причем неповторимый аромат такой. Из каштановых плодов делают самые различные соусы. Соусы для мяса, соусы к мучным изделиям, потому что из самого каштана, из плодов каштана делают муку. Плоды высушивают, размалывают их, а потом уже используют эту муку. Из муки делают самое различное тесто. Это могут быть сладкие какие-то изделия, как кондитерские, да? Иногда просто пекли хлеб самый настоящий из каштановой муки, делали кашу. Также
использовали плоды каштана для приготовления такого традиционного блюда у абхазов, как ачапа. Вот сегодня мы привыкли к тому, что ачапа делают из капусты, из фасоли стручковой, а раньше делали из каштана. Точно так же добавляли аджику, много пряностей, зелени и делали это блюдо. Так оно и называлось, как ахя чапам. Фаршировали индейку каштанами, тоже с добавлением ореха, иногда молочного сыра и множество специй, аджики и пряностей. Ну, всем известно, как готовят мамалыгу в Абхазии, но вот далеко не все знают о том, что слово ахюрдзы – это первая заправка для мамалыги, жидкая такая кашеобразная масса. Она как бы по своему звучанию, по названию своему возвращает нас к каштану. То есть тут мы можем говорить о том, что, очевидно, мамалыгу раньше готовили из каштана, то есть ахюрдзы. Известные писатели, которые посещали Абхазию в конце XIX, в начале XX веков, говорили о том, что Сухум напоен запахом жареных каштанов. То есть эта традиция действительно существовала. Во многих семьях сегодня каштан используют как основное блюдо, то есть основной продукт для приготовления блюд. Вот мы говорим об ахя чапа, мы говорим о оладьях из каштановой муки, мы говорим о курице и индейке, фаршированной каштаном с орехом и со специями. Мы говорим о соусах различных для мяса, сладкие блюда, каштан с медом, например. Или вот нам в селе Лыхны рассказали о том, что пожилая женщина очень собирала их осенью по времени, а уже летом, во время празднования Дня Успения Божией Матери, 28 августа, она из этих каштанов делала муку, а потом делала специальную халву для вот этого стола, традиционного стола на этот праздник, нанфя. Если посмотреть на пример многих европейских стран, где тоже растет каштан, то там создается большое количество питомников, где выращивают различные сорта каштана, не только каштан посевной. И плоды каштана точно так же используются в пищу. Более того, там существуют отдельные кафе, рестораны, где подают блюда, приготовленные из каштана. Там традиционно проводятся праздники каштанов, фестивали каштанов. Во Франции существует даже музей каштанов, магазины, где можно приобрести плоды каштана самых различных сортов, саженцы, где можно приобрести различные предметы, необходимые в производстве блюд из каштана или которые используются для выращивания вот на этих плантациях, выращивания каштанов. Точно так же можно было бы выращивать, создавать питомники у нас в Абхазии и выращивать каштан вместе с грибами и получать двойную как бы выгоду, и традиционное использование каштана как бы получит новый оборот или новый подъем такой, и ценная древесина каштана могла бы использоваться как древесина для строительства, для изготовления, ведь раньше делали из древесины каштана бочки для дорогих вин, плели корзины из прутьев, делали, мы говорили о утвари домашней, мебели, самой различной из каштановой древесины. То есть эта отрасль также получила бы новый подъем, как бы возродилась бы. В экспозиции музея представлена выставка «Каменная летопись флоры Абхазии», которая как раз рассказывает о тех растениях, которые произрастали в доледниковой Абхазии, которые сохранились сегодня в виде каменных отпечатков,
Поэтому мы говорим, что каштан – это аборигенный вид и реликтовый вид, который дошел до наших дней с древних геологических времен. За очень короткое время, прямо на глазах современников наших, каштан из процветающего, благоденствующего вида на этой земле превратился в вид исчезающий, и специалисты вынуждены были занести его в Красную книгу. Дело в том, что каштановые леса на сегодняшний день болеют, и болеют серьезным грибковым заболеванием – корифонектрией или корифонектриевый некроз. Помимо корифонектриевого некроза, над каштаном нашим нависла новая угроза сегодня. Это появление нового насекомого – каштановой орехотворки, которая может окончательно загубить наши леса. За миллионы лет своего существования на этой земле каштан пережил немало потрясений, но он все же сумел выжить. Будем надеяться, что специалисты, ученые найдут эффективные методы борьбы с болезнями каштана, а люди, жители Абхазии, будут активно способствовать возрождению каштановых лесов. И каштан снова должен занять свое достойное место в современной жизни Абхазии, в ее экономике и культуре.